С 1 января 2016 года по закону прекращается право на формирование накопительной пенсии. Все отчисления будут направляться на страховую часть. Оставлять накопительную часть или нет, в вопросе разбиралась наш корреспондент из Мирного Лариса Удовенко. Из 22% от зарплаты, которые работодатель уплачивает за нас в пенсионный фонд, 6 идет на текущие выплаты всем пенсионерам. И 16%, собственно, идут на личный счет будущей пенсии. Эти 16% последние 10 лет распределялись следующим образом. 10% шли на страховую часть пенсии, оставшиеся 6% на накопительную. Накопительную можно перевести в негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию, чтобы они за нас инвестировали эти средства. А можно оставить во внешэкономбанке, где эти деньги хранятся по умолчанию. По закону до 31 декабря 2015 года нужно определиться, что делать с накопительной частью. Если гражданин принял решение отказаться полностью от формирования накопительной части своей будущей пенсии, все страховые взносы, уплаченные работодателем в полном объеме в Пенсионный фонд Российской Федерации, будет направляться на формирование его только страховой части пенсии. Так сохранить накопительную пенсию или нет, каждый решает самостоятельно. В сегодняшний день государство приняло решение о заморозке средств пенсионных накоплений, и работодатель не отчисляет накопительную часть за своих работников. То есть все взносы идут на страховую часть. Это сделано, чтобы частично покрыть дефицит средств пенсионного фонда. Что же выгоднее, оставить накопительную часть или нет? В ответе на этот вопрос поможет только интуиция, потому что даже эксперты стоят на диаметрально противоположных позициях.